Искусство многие века сопровождает человечество. Оно помогает увидеть мир под несколько иным углом, художественным. Взглянув на картины, понимаешь, это не только красота, но и колоссальный труд их автора. Все-таки больше, мне кажется, фэнтези понравилось, очень интересно, впечатляюще, потому что когда видишь что-то необычное, прям завораживает так. А голуби тоже очень красивые. Природа, конечно же, это же природа Абхазии, вот это все впечатляет. Но мне больше всего впечатлили голуби, потому что я больше люблю птиц, и они передают атмосферу жизни. Замечательная выставка. Советую посетить, кто приедет в Абхазию, в эту шикарную страну. В работах Ольги Зелинской реальность соединяется с образами, орнаментами, особой художественной реальностью. Здесь присутствуют мифические существа, также люди, рыбы, птицы. А название «Маяк и душа» выбрано не случайно. Я верю, что все живое наделено душой. От камня до ветра живое явление природы, птица, золото, камень, минерал. У всего есть душа, и поэтому даже название выставки «Маяк и душа». И вот я очень благодарна Михаилу за то, что он на 7 дней приютил мои работы сюда. Всего работ на выставке 36. Каждый персонаж будто собран из множества линий, деталей, гармонично соединенных в одно целое. Работы разноплановые и из разного периода жизни автора. Там много символизма, много метафизики, философии. Здесь есть какие-то богини, есть минералы, есть металл, золото, есть богиня Изида, есть какие-то рыбы в виде бессознательного, как символизм. Читаю я вот эти вещи. Ну, как-то надо зашифровать, и я их трансформирую в каких-то живых существ. Герои картин словно застыли всего на мгновение, и через это самое мгновение покинут холст и расскажут свою историю. Ольга Зелинская больше предпочитает создавать работы маслом. По словам Михаила Кирия, руководителя проекта «Хаб Маяк», на первом этаже регулярно проходят культурные, досуговые и другие мероприятия, чтобы сохранить концепцию, а на втором этаже будет детский экологический клуб и коворкинг-зона. Площадка создана для молодежи, творческих людей. Все мероприятия, проходящие в Доме смотрителя, бесплатные. Проект «Хаб Маяк» – победитель конкурса грантов «Созидатели Абхазии», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов России. Это первая выставка, которую мы провели здесь. Так совпало. То есть мы после завершения своей экспозиционной части сделали информацию о том, что готовы рассматривать расположение, скажем так, выставок различных художников. Ольга написала нам в социальных сетях, мы посмотрели ее работу, пришли к выводу, что да, мы можем здесь провести такую выставку. Вот предыстория такая, то есть мы открыты к сотрудничеству, приглашаю всех людей, кто хочет и может организовать свои мероприятия на нашей площадке. Также площадка обладает особой природной картинкой. Большие окна открывают вид на пляж и море, подтверждая, как природа может гармонично вписываться в творение человека. Аэлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.